Всем привет, друзья! На календаре у нас 15 сентября. Как вы видите, приехали собирать картошку. Роман воду таскает в баню дождевую. Приехали собирать картошку. Вот один огород убрали на прошлой неделе. Вот полностью вот убрали. Остался еще один огород, но вот дождь, постоянный дождь не дает нам собирать картофель. Решили заморочиться, в общем, чтобы не терять времени, покоптить рыбу. Сегодня у нас первый этап копчения. Это рыбу сегодня мы будем коптить окуня, вот в этой коптилке. Но для того, чтобы закоптить его, сначала надо как бы избавить от лишней влаги. Сейчас свет включу. Вот здесь где-то ведро рыбы, окунь. С последней рыбалки с Иваном Григорьевичем ездили, оно подсолилось где-то недельку. Вот даже одна плотвичка попалась. Вот столько окуня. Лишняя влага сейчас вытечет, пока капает. Вот подложили газеты. Сейчас это все сюда прокапает. Как только перестанет капать, я затапливаю печь, ставлю вентилятор, и потоком теплого воздуха мы все это дело быстренько провялим. Ну и после того, как это все провялится, сегодня закупил 4 сорта щепы. Это ольховая щепа, грушевая, вишня и слива вроде бы. И что-нибудь одно мы, конечно, попробуем. Попробую вишню, потому что Иван Григорьевич сказал, коптил сало. Очень приятный привкус и цвет красноватый. Вот попробую, наверное, на вишне закоптить. Это будет уже завтра. Сегодня это пусть прокапает, провялится. Ну а завтра забьем патрон щепой. Поставим паяльную лампу и посмотрим, что у нас получится. Так что до завтра. Ну а мы, если дождь прекратится, пойдем убирать картошку. Вот такая вот осенняя картина у нас уже на середину сентября. Братан уже убрал картофель. Я тоже этот огород убрал. Вот с этого огорода мы выкопали около 180 ведер картофеля. Прошлый год был не урожай, мы выкопали всего 30. Вот такая вот разница. А так в среднем 170-190, так что средненький урожай в этом году. Нормально, жаловаться нечего, картофель есть. Еще один огород, где-то, наверное, там ведер на 80-90, я так думаю, будет. Собираем картошку, и впереди нас ждут рыбалки, охоты. Главное собрать, убрать, заложить семена в яму. И будем заниматься уже заготовкой рыбы, дичи и всего прочего. У нас простаивает автоклав. Кое-какие припасы есть. Я здесь заморозил, но думаю, на закладку еще не хватит. Потом будем заниматься консервированием. Такие вот дела. Ну что, ждем, пока подвялится наши окушки. Вот такие вот у нас речные красавцы печорские. Красотень. Итак, сегодня у нас уже 16 сентября. Дождя сегодня не было, а это значит, мы с утра были на картофельном поле. На дальнем поле собирали картофель. Вчера, после того, как развесили рыбу, мы занимались переборкой. Перебрали кучу мешков, что-то закинули в яму. Покажи, что это. Тут у нас мелкая, раненая картошка и средняя картошка, которую мы перебираем здесь, выбираем семена. И то, что надо в первую очередь есть, это где-то вот лопнутое, вот такой вот, всяк-який. Но дело не в том дело, а дело в этом, что печка вчера протопилась, и наша рыба, прошло около суток где-то, наша рыба, вот она, подсушилась.
подвялилась, вся влага с нее вышла. И она полностью готова к копчению. Дальше вялить ее не надо. Она вон подвялилась, вся влага с нее вышла. Сейчас мы это все собираем и в нашу бочку. Наша бочка, в принципе, что я буду говорить. Сейчас я вам все покажу. На улице, правда, темно, но бочку отнесли под фонарь. И там мы все вам покажем. Прислушался к советам подписчиков. Загнул днище бочки. Загнул днище, выгнул, как называется. Просверлил отверстие. Чопик, это для слива влаги. Но я так думаю, с этих окуней влаги не будет точно, потому что опилки, что я купил, они сухие. Мочить я их сегодня точно не буду. Так что сегодня у нас немного другое копчение. Во-первых, у нас опилки вишня. Дай, кинь. Опилки вишня. Щепа, даже не опилки, а щепа. Вишневая щепа. Забиваем патрон вишневой щепой. И получается у нас сегодня не яся, а окунь. И у нас сегодня будет сухая щепа. Ну и посмотрим, что у нас получится. Пошли на улицу. Так, ну вот. Загрузили мы наших окуней в ящик. Сейчас покажу вам, как выглядит наша щепа вишневая. Вот она выглядит как-то вот так. И теперь мы ее будем загружать в патрон. Я даже все не влезло. Сильно трамбовать не буду, но немножко. Вот. Получается 500 грамм примерно. На 2 раза не хватит, но грамм 150, 200 где-то еще и осталось. Сильно трамбовать не буду. Так и оставим. Ну все готово. Теперь что мы делаем? Идем, развешиваем нашего окуня, закручиваем патрон с вишневой щепой, забиваем, заправляем паяльную лампу. Я так думаю, минут 10-15, и она просто будет сама тлеть. Пошли. На улице уже почти стемнело, ну и мы почти сделали всю работу. Окуня мы развесили, патрон с щепой закрутили. Как видите, бочку мы покрасили. Теперь она уже не просто железного цвета. Купил краску, баллончик. Правда, немножко до конца не хватило, но она стала намного симпатичней. Дай камеру. Вон, посмотрим, что у нас получилось. Это вот так вот я не раз, два, три, 4 на 4 прута у нас окуней не влезло. Поставил еще проволочку. И немного довесил вот сюда, сюда. В общем, они у меня висят в 2 этажа, получается. Как-то вот так. Там у нас вот сеточка снизу. И опилки готовы. Все, теперь накрываем крышкой. Зажигаем паяльную лампу. И процесс пойдет. Время сколько, Ромка? Вот как-то вот так вот она у нас выглядит. 36 минут 7-го. Половина 7-го. Думаю, пока мы переберем картошку, остатки, пока топится баня у нас, часа 4 этим небольшим окушкам вполне будет достаточно, чтобы они прокоптились. Ну, посмотрим, что получится. Ну и ветрище сегодня, а? Все. Дело осталось за малым. Разжечь паяльную лампу. Все готово.
Если она еще будет при таком ветре гореть. Ну вот. Нет, еще не вот. Вот теперь вот. Еще не вот. Вот теперь вроде бы вот. Главное еще, чтобы ветром ее не потушило. Наша щепа разгорится и все будет по феншую. Приходится ветер отсюда, потому что дома этим делом заниматься никак. Не оставлять тоже никак, так что будем посматривать. В окошко у нас ледников не видать, будем перебирать картошку и смотреть в окошко. И скоро рыбки мы копченой покушаем немножко. Ну, куда ты? Так, красота. Время у нас сколько? 47 минут. 6-го? 7-го. Из 15, 7, грубо говоря, задули мы, зажгли паяльную лампу, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, пол 11, я думаю, часа через 4 рыба будет готова уже. Где-то пол банки бензина есть, пусть горит, дым здесь выйдет. Посмотрим. Будем смотреть, как дым будет идти, как что, как. И, конечно же, покажем конечный результат. Опа-на, я чопик забыл. Секунду. Потерялся куда-то мой чопик, пришлось экстренно быстро делать новый. И покажи, где я куда пихаю. Вон уже дымок идет. Дымок пошел, значит у нас опилки уже возгорелись. Все, плотненько закрыли. Вон, выгнуло вот днище бочки и просверлило отверстие. Теперь можно, когда будет влага появляться, проверять и сливать лишнюю влагу. Но влаги здесь не будет, это 100%. Все. Чопик готов. Как мы видели, дым уже в бочке есть, с нижнего отверстия уже пошел, значит бочка у нас уже наполнилась дымом. Значит, все идет хорошо, патрон у нас накалился до красна, и скоро уже дым должен пойти здесь. Плотно бочка набьется дымом. Пусть в этом дыму наша рыбка будет коптиться. Запах слышно, но пока не вижу дыма. Когда плотно дым наберется, он должен через небольшие щели, все равно здесь есть, он должен будет немного выходить. Процесс идет. Это здорово. Время сколько? 56 минут. 56? 56 минут и у нас пошел дымок. Я не знаю, видно ли это вам, но дым пошел. Дым пошел, и чтобы судье
опилки сыпались по трубе, вот я так еще постукиваю. Ножичком постукиваю, чтобы сгоревшие опилки падали вниз и сверху свежие опилки. Вон, дым пошел. Вон. Дым пошел, вон, видно? Постучал. Вот. Видно? Вон, как не видно, вон, дым пошел. А здесь вся бочка полная дыма. Коптение идет. Вон. Видно, нет? Это не видно, вот он. Это так. Так видно. Открывать ни в коем случае нельзя для проверки, дымит, не дымит, потому что попадет свежий доступ кислорода и опилки воспламенятся. Это как минимум будет копоть на рыбе. Это ни к чему. Пусть лучше будет дым без огня. Включать начинаю, и дым вон активно выходит. Бочка абсолютно холодная, так что о горячем копчении и речи быть не может. Если она летом еще нагревалась от солнца, то сейчас на улице холодина, и так что все четко. Вон, дым. Ну что, оставляем паяльную лампу. А то зрителей, смотрю, здесь много, никто картошку не хочет перебирать. Когда перебирать картошку? Если у меня где-то было пол-литра бензина, прогорит, через 3 часика открываем и смотрим, что у нас получилось. Пока я четко вижу, что идет дым, значит бочка вся полная дыма. Рекламная пауза. Время без 15:09. Картошку, что была задача на сегодня, мы перебрали за 2 часа. Смотрим, что у нас с нашей коптильней. Первым делом открываю чопик, посмотрю, была ли влага вообще. Так, открываем. Влаги не было. Это уже хорошо. Это значит, все было сухо. Убираем паяльную лампу. Так, вторым делом, давай сначала, не терпится мне открыть, посмотреть, что там внутри. О, дым идет. Значит, дым там есть. Все в дыму. Сейчас для пробы достанем, где у нас одинокая плотвичка. Плотвичку достанем одну. Так. Дым пока. Пусть там побудет дыму. Сейчас посмотрю патроны, если опилки прогорели. Так, у нас плотва немножко приобрела золотистый оттенок, но не совсем еще. Копченым пахнет. Сейчас сниму пробу. Нет, скорее всего маловато еще. Сейчас вот спинку попробую. Маловато. Пахнет копченостью, но походу, наверное, придется добавить еще один патрон, потому что где крылышки прокоптились, а где спина, еще маловато. В общем, сейчас откручиваю патрон и посмотрю, сколько там что осталось, есть ли опилки, нету ли опилок. Так. В общем, вот до сюда насыпал полное. Смотрим, что у нас осталось с этих опилок.
Как мы видим, щепа практически полностью прогорела. Буквально там децл немножко, вот, немножко опилок. В общем, друзья, 2 часа прокопилось. Требуется вроде бы еще немножко. Забиваю полностью опять патрон, зажигаю и оставляю, ну, наверное, на ночь. Прожигаю полностью патрон. Ну, в общем, через 2 часа, как затухнет лампа, мы еще попробуем. Если рыба будет нормальная, то нормально. Если нет, зажигаю 3-й патрон и оставляю до утра. Но мне кажется, 2 патронов вот так вот. Что там, это же не ясь крупный. Тогда для язей, получается, мы 2 патрона изратили. Он прокоптился полностью. А здесь 1 патрона все-таки маловато. Так что заправляем 2-й патрон и зажигаем. Итак, мы снова слышим звук паяльной лампы. Заправлена 2-я лампа. Пошли еще 2 часа копчения. Бочка была полная дымом, так что можно было, в принципе, еще подождать пару часиков. Рыба бы продолжала впитывать копченость, но я решил ускорить, как бы заправил полностью 2-й патрон. Вишневой щепы у меня не хватило, где-то было пол патрона, добавил пол патрона ольховой щепы. Вот у нас вот такая репь, такая картина. Патрон нагревается. Вот-вот должен пойти дым. Жалко, конечно, что темно, но что поделать. День у нас короткий. Весь день уходит пока на уборку картофеля. Послезавтра обещают уже заморозки. Так что надо спешить. Завтра, если не будет дождя, дай бог, все закончим. Но пока ждем, как появится дым. Полностью прогрею патрон и заглушаю паяльную лампу. И еще 2 часика, и будет хорошо. Ну вот, как мы видим, у нас пошел дымок. Дымок у нас пошел, а это значит, что опилки наши загорелись, задымели, процесс пошел, можно идти в баню. Пошел я в баню, встречаемся после бани. Все, коптись, печка, коптись. Итак, друзья, у нас сегодня уже 17 сентября. Раннее холодное осеннее утро. Всего плюс 6 градусов. Моросящая мелкая изморозь такая идет. Хотел, друзья, открыть бочку вчера вечером, но вчера поднялся такой ветер северный. И после бани заниматься всем вот этим было просто не в кайф, как говорится. И так целый день под холодным северным ветром. А после бани это было тем более. Решил оставить все до утра, потому что порцию дыма рыба получила хорошо. И я решил, чтобы она всю ночь простояла в бочке, в дыму. Пошли посмотрим, что у нас получилось. По большому счету она у нас прокоптилась. Вот так вот накрыл на всякий случай от дождя. Она у нас около 12. Я уже чувствую запах копчености. Уже. О, вот это, да, обсырело. О. Ну, красиво. Окуня приобрели золотистый цвет. Если после первой порции, ну-ка смотрим, появился ли конденсат. А конденсат немножко, конечно, появился, но это, я думаю, уже от того, что на улице холодно. Скорее всего, смола потекла. Но здесь, я вам скажу, все хорошо. Вот, окуняшки наши
приобрели вот такой золотистый оттенок. Очень вкусно пахнут. Теперь мы их укладываем вот сюда. И пусть они выветриваются от запаха дыма. Если, в принципе, вот то, что вчера я одну полоту пробовал, снимал пробу. Когда занес домой, это в темноте они как бы плохо выглядели. Ну, то, что не прокоптились. А дома съел после баньки эту плотвичку. В принципе, было все хорошо уже. Сейчас мы достаем этих окуньков и дадим им выветриться. Пусть они до вечера выветриваются. Иди, Ромка, подержи хоть ящик. До вечера они выветрятся, и как раз будет хорошо. Можно, в принципе, повесить их еще на летнюю кухню, но вся летняя кухня будет прокопиться. Я некогда сейчас этим заниматься уже. Надо идти, друзья, докапывать картошку. Потому что уже завтра обещают заморозки. И это не есть хорошо. Они в дыму, получается, простояли всю ночь. Это, думаю, более чем достаточно. Ну, как-то вот так. Я так считаю, копчение у нас получилось. Сегодня, надеюсь, у нас будет чомор. А чомор — это по коме конец большой работы. Закончим мы сегодня уборку урожая картофеля. Ну а после этого, опять же, у нас будет банька. И будем дегустировать этого окуня. Мы на картошку. А вам что? Рекламная пауза, смотрим рекламу. До свидания, пока.
Вот и вечер. С легким паром, Роман Геннадьевич. Взаимно. Сходили вчера в баньку, сходили сегодня в баньку. Хорошо в деревне, можно каждый день хоть в баньке быть. Закончили, друзья, сегодня мы с картошкой, завершили. С поля все убрали, в принципе, все перебрали. Осталось завтра буквально закинуть семена в яму, на лето в яму, приготовить яму картофельную к зиме, отвести картошку на зиму. Ну, это уже прибраться, убраться, приготовить этот наш деревенский дом к зимовке до следующей весны. Вот. Ну и как я вам обещал, вот наша после бани пенный напиток. И дегустируем нашего окуня, которого мы вчера прокоптили. Скажу вам сразу, на будущее, и для себя я тоже понял одно, что при температуре окружающей среды холодной, ну вот, как сегодня было плюс 6, допустим, лучше такими делами не заниматься, холодным копчением, вот этот дым, чтобы по бочке. Когда летом я оставил на всю ночь, ездя в дыму, все было хорошо, то сегодня я обнаружил, что появился вот от этого дыма конденсат и на все металлические части, то есть на бочке, на прутья, на проволоке, он просто лег такой смолой. На окуня не так, как-то он вот это, немного есть, но не так, нормально. То на металлической части он просто лег, как бы смола потекла по бочке, и я точно больше не буду при холодной температуре заниматься таким копчением. Это сейчас попробуем на вкус, я скажу, потому что окуня все равно мы полностью вот так вот шкуру снимаем, как бы даже то, что оно сверху, если даже небольшая пленочка будет этой копоти, не копоть, а как сказать, конденсат дымный, да, вот этот, он, и мяса его точно не будет. Все остальное убираем, голову убираем, вот как видите 5 секунд, все, вот у нас что осталось. Ну и что? Сейчас попробуем. Сначала с легким паром. Еще сегодня же 17 у нас сентября. Сегодня день рождения у моей племянницы Растворовой Анечки. Она живет и работает в городе Сыктывкар. Но родилась и выросла в нашем селе. Это моего родного брата дочка. Счастья, здоровья тебе, Анечка, если смотришь мой канал. Будь здорова, долгих лет, здоровья, счастья, чтобы все у тебя было, и чтобы за это у тебя ничего не было, как говорится. Здоровья, Анечка, с днем рождения. Давайте, и с легким паром, и с чумором. Вот сегодня сколько много праздников. Приятно после баньки. Скажу честно, я небольшой любитель пенного напитка, но пару стаканчиков после баньки уважаю. Ну что я скажу? Вкусно? Подвялилось, лишней влаги нет. Самое то, единственное, я повторюсь, я, конечно, с каждым разом буду все совершенствовать, эту коптильню. Кое-какие задумки у меня есть. По вашим советам я проделал там отверстие, как бы для слива конденсата, вот это, влаги лишней. Сегодня влаги не было, но конденсат небольшой был. Приоткрыл немножко крышечку. Получается, лишний дым выходил немножко, не сильно. На будущее в планах у меня, впрочем, не буду говорить. Есть кое-какие задумки, но как сделаю, это мы увидим после того, как я сделаю. И это, скорее всего, будет, друзья, уже в следующем летнем сезоне. Потому что бочку я убрал в сарай. Зимой коптить вот так, чтобы с конденсатом вот было, то, что на металлических частях, это не есть хорошо. Я понял, что зимой этой бочкой пользоваться нежелательно. Надо, чтобы температура окружающей среды была, ну, комнатная, хотя бы комнатная. Вот. Если что зимой будем коптить, то это будет у нас горячее копчение. Горячим копчением коптить можно. Так что, друзья,
можно сказать, копчение рыбы получилось. Ну, вкус приятный. Вот и все. Картошку мы закончили. Завтра переезжаем в райцентр. Здесь остаюсь только я. Будем ходить в лес, будем ловить рыбу до зимы. Ну и зимой, конечно же, мы тоже будем ездить постоянно на рыбалку. Спасибо за внимание, спасибо за просмотры. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока. До встречи на рыбалке, до встречи на охоте. До свидания.